Вдохновляться морем, крышами родного города, диковинными растениями ботанического сада или шедеврами мирового кинематографа может каждый. Но не каждый может их так органично воплотить в свое искусство, как наша сегодняшняя героиня. Молодая художница Екатерина Гуськова провела уже ряд персональных выставок в Сухуми, Сочи и Ереване, и даже в фонде известнейшего художника Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге. Серии ее работ «Эклектика», «Море», «Бульвар Капуцинок» хорошо известны художественному сообществу Абхазии, а некоторые картины из серии «Гонки» выбрали в качестве украшения для президентской и губернаторской ложи на Формуле-1 в Сочи. Этот день мы решили провести с Екатериной, которая любезно согласилась приоткрыть нам дверь в свою жизнь. Привет, Екатерина. Добрый день, Арифа. Такой красивый сад. Ну, обычно он, если честно, более яркий, потому что сейчас не сезон. Вот это сад моей мамы, здесь много разных цветов всегда цветет, весной, летом. Вот, сейчас, конечно, не тот вид. И где-то рядом твоя мастерская, да? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Такая красивая мастерская. Создавала сама или кто-то тебе помогал? Вообще, как она создавалась? Ну, в принципе, все сделано своими силами, но помогали мои однокурсники, художники тоже. Например, этот шкаф, он сделан из старых ставень. Вот, и они помогали мне именно сделать каркас, все. Ну, кое-что я делала и сама. Понятно. Мне кажется, что морская тематика угадывается, да? Да, именно так. Я хотела вот больше сделать в морском стиле, как-то ближе к морскому стилю, поэтому выбрала голубой цвет стен и белый потолок, то есть таких досок, как будто это какая-то палуба старая или что-то в этом роде. И тут я вижу очень много вот интересных вещей. Это и книги об искусстве, да? А что тебе особенно ценно и дорого тут? Ну, вообще, на самом деле, здесь все для меня ценно. Здесь и подарки, и какие-то сувениры, которые я привожу из путешествий, которые привозит моя сестра, друзья. Вот, например, здесь на стене фотографии моего друга Зивара Канша. Он фотограф, у него, кстати, тоже была выставка очень интересная. Вот он подарил мне 2 работы. Этот, например, плакат, это Сергей Параджанов, очень известный режиссер. Да. Мне подарили его, кстати, вот в Ереване. Послевоенный Сухум, мне кажется, по моей памяти, что в 3 часа дня это уже не было людей на улице. Так мне запомнилось. Вот. На самом деле водили и на танцы, и на плавание, и на художественную гимнастику, ну, в общем, различные кружки. Вот. И также в художественную школу. Кстати, вот ты сказала про плавание. Я знаю, что и яхт-клуб играет большую роль в твоей жизни. Как ты к этому пришла? Ну, я пришла к этому уже в сознательном возрасте, если честно. Вот, я очень люблю яхт-клуб, я очень люблю ходить под парусом. Я занимаюсь на 470-й яхте. Это класс, это название яхты 470. Что это значит? Это ее размер, 4,70 в длину. Да, 470 сантиметров. Вот, и я очень люблю парусный спорт, мне нравится. Может быть, даже мне чем-то напоминает Формулу-1. Ну, конечно, сравнивать нельзя, но, опять же, присутствует какой-то азарт и вот риск, не знаю. А для тех, кто не совсем понимает, вот для меня, что такое ходить под парусом? Это ты одна на этой яхте или как это происходит? Нет, наша яхта, она как раз-таки сделана для 2 человек. То есть у нас экипаж из 2 человек. Вот я хожу с напарником вместе.
Понятно. Что главное, чтобы все это было успешно проходило? Что главное в этом? Ветер в паруса. Моя первая работа, на ней изображены красные кеды акварелью. Ну да, она такая какая-то необычная. Я нарисовала ее еще где-то в классе 10, наверное. Я уже точно не помню. Вот, она написана акварелью, нарисована. Я участвовала в программе, сюда приезжали ребята из Швейцарии, у нас был как бы такой опыт по обмену. Вот, группа творческих людей из Абхазии и из Швейцарии. Вот я участвовала, мы доставали просто какие-то бумажки, по-моему, или как-то мы выбирали, как жеребьевка была. Вот, и мне выпала тема ботаники. И я, честно говоря, долгое время не знала, что с этим делать и как это применить в своем творчестве. Потом я пошла в ботанический сад, у нас было 3, вот одна тема у нас была. Вот, и я просто начала собирать листья всякие, а потом как-то вот что-то придумывала с ними дома. И родилась серия «Ботаника». То есть фактически тебя вдохновила природа, да? Да, так оно и есть. И потом в дальнейшем у меня была выставка под названием «Ботаника», которая проходила как раз-таки в ботаническом саду. Я называю свои работы, это как мои дети, грубо говоря, потому что я вкладываю душу в каждую работу, если честно, и вот выделить что-то не могу. Но мне, например, интересно было работать над серией киноафиш, постеры к фильмам, потому что вплоть до логотипов кинокомпаний и шрифты фирменные, все это делалось вручную, то есть не на принтере как-то, а я все абсолютно составляла вручную. И вот интересно была такая скрупулезная мелкая работа, и интересно было выполнять, потому что там еще и разные техники присутствуют, то есть они сделаны, что-то сделано гуашью, что-то тушью, что-то сделано акварелью, в общем, различные техники были применены. Было интересно работать. А вот интересно, вот в эту серию, ты их, по-моему, назвала «Бульвар Капуцинок», да? Вот какие входили, какие ты выбрала постеры к фильмам, афиши, какие, почему ты их? Потому что ты их смотрела, особо любишь, или вообще какое кино ты любишь, немного об этом? Может, не любишь? Ну, честно говоря, я не люблю современное кино. Я люблю больше классику, если честно, также и в музыке. Я люблю неореализм и франко-итальянские фильмы. Я люблю фильм, мой самый любимый фильм Валерио Дзурлини «Первая ночь покоя». Там вот играет Ален Делон, которого я тоже изобразила в этой серии. Фильм такой очень как бы необычный для него, и необычная для него роль. Вот. И у меня вот есть, я очень люблю Грегори Пега, все его фильмы, у меня есть его портрет, написанный тушью. Тоже к этой серии есть 2 афиши к его фильмам, это «Снега Килиманджаро» и «Римские каникулы». Фильм «Леон», «Белый башлык», Томас Кокоскир изображен там, правда, не в белом башлыке, а в черном, но вот, тем не менее в национальном стиле сделан плакат. «Крестный отец», потому что я считаю, хоть он может быть такой, как сказать, его любят все, но на самом деле я считаю, что это действительно легенда кинематографа. Меня очень вдохновляет наш город, наше море, именно наша бухта. Я почти люблю. Я когда куда-то уезжаю, я не могу долго не видеть море, не видеть чаек, не слышать их рядом где-то. Ну, вот это вдохновляет меня до природы. Наверное, от этого и появилась серия «Крыши Сухума». Может, это связано с тем местом работы, вот где ты работаешь? Это ведь старый Сухум, это гора Чернявского, да? Вот откуда вот эта «Крыши Сухума» появилась идея?
Ну, я обратила внимание на то, что у нас в городе очень красивые здания, старые здания. Ну, и мне кажется, что многие писали их уже множество раз, многие художники, сухумские, не только, которые приезжают к нам в город. И поэтому мне захотелось сделать что-то новое, но не отходя вот именно от красоты этой архитектуры. И я поняла, что у нас с высоты птичьего полета наш город тоже очень красивый, и так вот родилась серия «Крыши». По-моему, тут вот я вижу автогонщиков, а еще вижу книгу об Айртоне Сенна, да? Айртон Сенна — это вообще мой кумир, поэтому, да, почетное место ему. Да. От этого вот любовь, вот эта серия гонки, как она рождалась? Расскажи. Ну, я вообще люблю автогонки, потому что это, ну, не знаю, мне близка эта тема. В автогонках присутствует азарт. Я вообще человек, наверное, тоже, можно сказать, что азартный. Вот. И да, я люблю Формулу-1. Вот у меня на фотографии я с Льюисом Хэмилтоном, это в Сочи. Когда у меня была выставка, там я оформляла еще президентская ложа на автодроме Сочи. Вот. И у меня даже есть автографы гонщиков Льюиса Хэмилтона на моих картинах, Дженсона Баттона. Если брать Айртона Сенну, он был настолько предан своему делу, что он даже, можно сказать, пожертвовал своей жизнью. Он знал, что именно это гран-при, может быть, сможет стать роковым для него. И тем не менее он не отступил, он пошел до последнего, в прямом смысле этого слова. Он участвовал в этом гран-при, в котором он, к сожалению, в 1994 году и погиб. То есть я считаю, что когда ты занимаешься чем-то, ты должен отдавать всю свою душу, вкладывать все свои эмоции в плохое, хорошее настроение. В общем, жить этим делом, и тогда на самом деле что-то должно получиться из этого. Это вот продолжение второй работы, первой работы. То есть Диптих, да? Диптих, да, это 2 работы. Сейчас я планирую, вот если ты обратила внимание, там у меня Сухумская бухта изображена и такой сейнер, это, я не знаю, большой грузовой корабль. Да, которые часто бывают, да? Да, в Сухумской бухте. Вот. На этой картине я хочу изобразить вид, повторить вот этот вид Сухумской бухты. На самом деле это комната, вернее, это кабинет в нашей школе, где я работаю. Вот здесь стоят 2 рояля. Серия называется «Тишина». То есть, когда мы смотрим на такое вот спокойное море, ощущение вызывает тишины, молчания. То же самое здесь. Здесь вроде бы стоят 2 огромных черных рояля, но на самом деле абсолютная тишина. Вот с окна будет падать свет, и такое безмолвие будет на горизонте. Ну, такой у меня задум сейчас. Понятно, очень интересно. Да, сделать что-то интересное. Ну, из абхазских художников я очень люблю Леварса Будба. Вот его картины, я не знаю, я готова смотреть на них, и, в принципе, я не устаю видеть эти краски, эти моменты, которые он поймал в своих картинах. Я очень люблю этого художника. Еще я очень хорошо отношусь, очень уважаю Геннадия Лакоба, потому что вот когда я только становилась, можно сказать, на этот путь, он просто-напросто, не зная меня, пришел ко мне домой. Вот, и его пригласили как-то через мою знакомую, близкую. И он не отказался, он пришел, он дал мне очень дельные советы, он что-то покритиковал, что в чем-то меня поддержал, посоветовал. Я очень ему благодарна, потому что в тот именно момент он, как сказать, был очень кстати, вовремя вот дал эти нужные советы. Я очень ему благодарна за это. Твои работы попали в фонд Михаила Шемякина, это грант сейчас. Как это случилось? Ну, я зашла на сайт фонда Михаила Шемякина.
вот он уже был, он приезжал к нам в Абхазию, я, к сожалению, не смогла с ним пообщаться, и Виталий Дженя посоветовал мне именно зайти на сайт, и там постоянно ведется какие-то конкурсы, выкладывают информацию на сайт. Я зашла на этот сайт, как раз проводился конкурс «Автомобиль в искусстве». Я поняла, что это как раз моя тема, да. Я отправила 3 свои работы. И конкурс проводился вслепую, то есть Шемякину с его комиссией показывали слайды работ без подписи, без указания страны, города, возраста, имени художника, и просто вслепую отбирались работы. Вот. И отобрали 2 мои работы, которые в дальнейшем были выставлены там. Я считаю, что мой рост заключается в том, что я где-то принимаю участие, то есть я смотрю на работы других художников, я чему-то учусь, обмен опытом, он очень важен. Я считаю, нельзя просто сидеть в своей мастерской, что-то делать, нужно что-то смотреть, видеть и расти вверх. А что ты сейчас делаешь? Что ты пишешь? Сейчас я работаю над диптихом, это 2 работы. Вот одна уже у меня готова. Вот. Это наша Сухумская бухта. Вот, ну, есть еще какие-то детали, которые я хочу доработать. Она горизонтальная, да? Нет, она лежит у меня так, просто пока, да, она горизонтальная, просто сейчас неправильно стоит. Вот, и это 2-й холст, я пока только работаю над этой картиной. Вот он, то есть еще пока только в процессе. Твоя персональная выставка в Ереване, это был чуть ли Фурор. чуть ли не скандал, да, политически? Скажи, что это Ну, было? на самом деле так оно практически и было, но это была не персональная выставка, это была международная выставка, там присутствовало очень много художников с разных стран, ну, вот я даже по сей день переписываюсь с этими художниками, обмениваюсь каким-то опытом своим. Вот очень интересные работы, художники. Вот. Но на самом деле никакой как бы проблемы не было, когда я подавала документы. То есть организаторы знали о том, что будет художник из Абхазии, представлять Абхазию и так далее. Когда я приехала туда, в принципе, тоже. Ну, вот за день буквально до выставки, видимо, представители или я не знаю кто как-то узнали о том, что будет художник из Абхазии, они просто поставили ультиматум либо не открытие выставки вообще, либо исключение меня из числа художников. Вот, меня вызвали в срочном порядке организаторы, и мы, в общем, решали этот вопрос. Конечно, было сложно, это было очень неприятно, потому что я считаю, что искусство не должно быть вовлечено в политические какие-то вот такие вот неприятные ситуации, но тем не менее, мне кажется, мы, в принципе, повсюду с этим сталкиваемся, и уже у нас даже какой-то, может быть, иммунитет выработался к этому. Вот, ну, все разрешилось, слава богу, хорошо. Я отстояла, конечно, не присутствие Абхазии, но не написали вообще ни страну, откуда мне предлагали, чтобы я представляла Россию, так как я этнически русская. Я сказала, что я приехала из Абхазии, буду представлять Абхазию. Но подписи, перепечатались все каталоги, где была указана наша страна, наш город, Абхазский государственный университет. Вот. Ну, в дальнейшем мне не разрешили общаться с прессой, с телевидением, чтобы нигде не возникл вопрос о том, откуда я. Вот. Но на самом деле на открытии все подходили ко мне, и я всем говорила, что я из Абхазии, что я представляю Абхазию, и что у нас такая политическая ситуация, и мне запретили просто написать мою страну. Вот. Но потом в конце уже выставка проходила, по-моему, около 10 дней, и подходили художники с разных стран, и в каталоге, где была фотография моей картины главной, имя, фамилия, моя биография, просили подписать мою страну. Он вообще всю жизнь чему-то учится новому и усовершенствует свое творчество. Я тоже считаю, что я еще пока на самом только начале пути. Вот. Но просто я вижу, что какие-то вещи, которые я не могла делать несколько лет назад, сейчас я делаю очень просто, мне это делать и легко. То есть, наверное, какое-то все-таки движение какое-то идет.
Ну вот, критик я для себя тоже сильный. Для меня лично я очень критически отношусь к своим работам, и вот мне всегда очень сложно остановиться. То есть вот я не знаю, где мне уже нужно поставить точку и сказать, все, работа готова. Я постоянно возвращаюсь, и мне кажется, что еще нужно что-то доделать, дорисовать, штриховать. В процессе, когда я работаю, я слушаю музыку. Я очень люблю работать под музыку, я не люблю, когда у меня тихо. Меня должно что-то вдохновлять. Меня очень вдохновляет музыка. Разная, я вообще меломан. Вот. Также могут вдохновить фильмы, какие-то книги, какие-то, не знаю, художники. Ну, это реже бывает. Занятия в школе у меня проходят несколько раз в неделю. У меня, как ты видела, класс небольшой. Учеников у меня около 16 человек. Вот. И мне кажется, само здание тоже очень интересно. Что тут наверху? Что это? Ну да, у здания вообще своя история тоже, ко всему, плюс ко всему. Я очень люблю это здание, если честно, оно очень красивое. Здесь своя какая-то атмосфера, располагающая именно к творчеству. А пока что место, откуда ты писала вот ту крышу, о которой ты говорила? Да, конечно, пройдем. Да, давай. То есть Нужно подняться по этой лестнице наверх, да. Какого возраста дети ходят вот в студию? Ну, школьного возраста, но, если честно, у меня есть одна ученица, ей 5 лет. Ну, такая талантливая девочка, хорошая. И это их работа, у вас бывают выставки? Да, у нас сейчас была отчетная выставка у нас в школе, в актовом зале. Вот то, что не забрали, осталось. Я вот тебе хотела показать. Да. Вот это Алферова Ольга, очень тоже талантливый ребенок. Это копия работы Винсента Ван Гога, то есть они у меня еще и копируют. Ну, да. У нас по программе мы также проходим историю искусств, но так как дети у меня маленькие, я так и хитрю немножко, и они у меня копируют известных авторов. Знаешь, кто это, да? Конечно, они знают, да, я им рассказываю историю в процессе, то есть мы не просто сидим, и у нас история искусств сегодня, записываем лекцию. Нет, у нас вот в такой игровой форме, так как учитывая возраст детей. Понятно. А что еще за работа? Вот интересно посмотреть, вот чем они занимаются. Это тоже балерина, да, это та же самая девочка. Здесь ее работы пока. Пастелью. В этом году я дала им освоить технику пастели. Вот они очень им понравилось. И они с большим интересом работают в этой технике. Я и сама люблю пастель. Но вот, честно говоря, не ожидала, что у детей будет такая реакция. Работать с детьми, во-первых, это энергетика, которой вот они обладают. Потом они очень интересные, они все индивидуальные. И у меня вот даже если они в одной группе, в одном классе, то подход у меня ко всем детям индивидуальный, потому что в силу там разного темперамента детей, настроения. Сегодня, допустим, в школе он устал, и ему не хочется, к примеру, рисовать акварелью, хочется пастелью. Я стараюсь на детей не давить. Вот, и сама как-то исхитряюсь и стараюсь направить вот, в правильное русло энергетику. Как кажется, учиться самой у детей возможно? Я, например, учусь легкости, с которой вот они... Кто-то боится начать рисунок, кто-то садится и просто начинает изображать что-то карандашом, абсолютно не боясь испортить что-то. То есть вот эта открытость, конечно, и стоит поучиться у детей. Вот мы провели день с художницей Екатериной Гуськовой, побывали в ее мастерской и студии, где она занимается с детьми. Мы желаем ей дальнейших успехов в творчестве.